Прямой эфир, телеканал Якутия-24. Это программа «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите далее. Признан виновным. В Мегино-Кангаласском районе прошло судебное заседание по делу о ДТП с гибелью 9 человек. Проблемные дома под проверкой. Госстройжилнадзор Якутии проводит рейды в столице по факту нарушений жилищного законодательства. Не жить, а выживать. Многоквартирный дом в Якутске тонет в фекальных водах. Граждане жалуются. Поиск желающих покорить небо. Представители парашютного клуба в Мирном проводят презентации для школьников. Первые зимние наши. В Южно-Сахалинске подготовка к играм «Дети Азии» вышла на завершающую стадию. В селе Майя Мегино-Кангаласского района прошло судебное заседание по делу водителя КАМАЗа. Суд посчитал, что его действия стали причиной крупного ДТП в декабре 2017 года. Там погибли 9 человек. Суд установил, что по пути следования у автомобиля возникли технические неисправности, и водитель поставил на приборную панель включенный налобный фонарь, луч которого направил на проезжую часть. В темноте, не рассчитав габариты, в этот КАМАЗ влетел УАЗик с 10 пассажирами. Из них 9 человек погибли, в том числе 2-летняя девочка. Подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Помимо этого, подсудимый приговорен к лишению права на управление транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимого в пользу потерпевших компенсацию в виде морального вреда на общую сумму 2 900 000 рублей. Ну а около 60 миллионов рублей взыскивают с продюсера фильма «Тайна Чингисхана» Владимира Иванова. Дело в том, что компания ЮрГЛВ, учредителем которого является Иванов, на продвижение кинопроекта «Тайна Чингисхана» получила в 2008 году от компании РИК 60 миллионов рублей. Продюсер должен был вернуть эти деньги с дохода от проката фильма, однако вернуть он смог только около 600 000 рублей. Инвестор РИК посчитал, что продюсерская компания обогатилась за его счет и подал исковое заявление. Арбитражный суд Якутии удовлетворил требования РИК на сумму 59 миллионов 300 000 рублей. В рамках исполнения судебного решения пристав-исполнитель арестовал нематериальный актив – фильм «Тайна Чингисхана». До апреля этого года независимая экспертиза должна оценить рыночную стоимость этой картины. В 2008 году РИК предоставил нам займ. Стояла государственная директива о спонсорстве, ввиду того, что создание исторических фильмов – это прерогатива государства. Раз мы подписали этот договор, мы приняли на себя обязательства, мы готовы оплатить свою задолженность, мы представили варианты погашения задолженностей. Ну и сейчас на обсуждение на уровне правительства. К другим новостям. Специалисты центральных электрических сетей оперативно восстанавливают электроснабжение микрорайона Марха в городе Якутске. Сегодня в 18 часов 19 минут там произошло отключение. Энергетики приступили к восстановительным работам незамедлительно. Причины технологического нарушения устанавливаются. Госстройжилнадзор Якутии проводит рейды в столице по факту нарушений жилищного законодательства. Это и проведение благоустройства без разрешений, трещины в домах, еще не признанных аварийными, и многие другие заявления и обращения граждан к надзорному органу. Репортаж Дмитрия Тымырова. Частично благоустроенный дом по улице Строителей силами некоторых жильцов превратился в благоустроенный. Только рады этому не все, ведь сточные воды и отходы сливаются не в канализацию, а прямо на улицу. Соседи постоянно затапливают нас. С канализацией все течет и все под дом. А мы тут потом уже по воде, считай, ходим. Вот. А с соседями разговаривали? Разговаривала, я подходила, просила, чтобы они не лили, это самое. Они не разговаривают вообще со мной. Оказалось, что обе благоустроенные квартиры на втором этаже сдаются. Инспекторы стройжилнадзора застали только гостью квартиры съемщика. Контакты собственника у вас есть? Нет.
Нет, вы же у кого-то снимаете все равно? Ваша дочка, да? Ваша дочка является собственником жилого помещения? А ей как предоставили квартиру? Или она тоже... Она снимает, да? Государственный инспектор поговорила по телефону с дочерью женщины, но та отказалась передавать контакты собственника. Знакомая собственника отказывается предоставить контактные данные. В этом случае нам придется уведомить телеграммой о предстоящем осмотре с назначением какой-то определенной даты и времени, чтобы непосредственно при собственнике, присутствии собственника зафиксировать факт переустройства. По словам представителей управы строительного округа, дом не признан аварийным. Дом сам, получается, не признан. Получается, сейчас жильцы только сами сейчас уже взялись за это, чтобы признать дом аварийным. В целом, в рамках проверки фактов нарушения жилищного законодательства инспекторы посетили 3 адреса. И, как они отмечают, в год таких обращений к ним поступает более 4000. За 2018 год управлением было проведено порядка 3367 проверок, выдано 954 предписания, составлено 994 административных дел и оштрафовано порядка более 17 миллионов рублей управляющей компании, ресурсоснабжающие организации. Так, с начала этого года в адрес надзорного органа поступило чуть менее 400 заявлений по фактам нарушения жилищного законодательства. В управлении отмечают, подобные проверки проводятся каждую неделю. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. Трудности испытывают и жильцы одного из домов в Кирзаводе в Якутске. Многоквартирный дом тонет в фекальных водах. Вот уже 10 лет люди вынуждены дышать зловонными испарениями. В ситуации разбиралась наш корреспондент Ульяна Шагина. Около 10 лет жители дома на Заводской 19/1 вынуждены дышать этими фекальными испарениями. 4 года живу, но, как я знаю, здесь постоянно топит. Постоянно здесь в подъезде вода, дом трещит, у нас даже стены разошлись, запах идет, дети постоянно болеют. Дом из-за постоянной влаги просел, жители первых этажей вынужденно съехали, но и на втором немало проблем. Лейла Абдулаева живет в этом доме с мужем и 2 малолетними детьми 10 лет. Говорит, такая картина наблюдается круглый год. Проблема постоянно, домой попасть не можем, выходить не можем, холодно в квартирах. Мы в подъезде остались 2 семьи. Вот эту доску вчера сами притащили, потому что пришла домой попасть не могла никак. Звоню мужу, я говорю, выходи, говорю, никак не могу попасть. Он тоже, что принесет из дома? Вот притащили доску и кое-как нашли домой. В этой квартире уже 5 лет никто не живет. Хозяева вынуждены снимать другое жилье. Из-за постоянной влажности дом трещит по швам. Входные двери в некоторых квартирах уже не стыкуются. Люди попросту боятся за свои жизни. В любой момент верхние этажи могут провалиться. Такую картину здесь можно наблюдать каждую зиму. Дом признали аварийным еще в 2015 году. Люди ждут расселения и каждую зиму вынуждены тонуть в собственных фекалиях. Управляющая компания «Арктик Строй», обслуживающая дома в этом районе, снимает с себя ответственность, обвиняя во всех бедах самих жильцов и компанию «Теплоэнергия». До этого времени он как-то грелся, этот дом. Вдруг появился теплоэнергия, он перестал греться. Плохо в том, что люди тоже не платят. Но задолженность очень большой. Если они 100% платили бы, хотя бы 90%. Мы могли бы, никого не спрося, и сделать капремонт дома. Но средств не хватает. Проблем добавляет и соседний дом. Из-за сильного холода в квартирах соседи вынуждены постоянно сливать горячую воду, чтобы хоть как-то поддерживать тепло. Мы ответственны за то, чтобы в дом подавался теплоноситель с определенной характеристикой. Жалобы были по 19/6. Да, у нас ведется мониторинг. В неделю 2 раза мы всегда приезжаем, вне зависимости, есть заявки на холод, нету. По словам МУП «Жилкомсервис», работники откачивают септику дома и днем, и ночью. Действительно, фекальные машины к приезду съемочной компании работали. Но это никак не спасает ситуацию. Дом как тонул, так и тонет. Страшно даже подумать, что им предстоит прожить в этом доме еще 5 лет. Именно к 2023 году должна подойти их очередь на долгожданное расселение. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск.
Ну а жительница поселка Серебряный Бор в Нерюнгринском районе ждет решения по своей проблеме с жильем. Многодетная мама с маленькими детьми вынуждена жить в магазине. Что случилось? Есть ли решение по этой проблеме, узнала Сусанна Рожина. Евгения Князева готовится стать многодетной мамой, но последние месяцы беременности выдались крайне сложными. В октябре прошлого года полностью сгорела квартира в поселке Серебряный Бор, и семья с 2 детьми буквально осталась на улице. Я уже обращалась неоднократно в нашу администрацию, которая меня отказывает, которая говорит, что тех денег, которые выделили на вторичное жилье, там 1 280 000, у нас не хватает для того, чтобы вам выкупить на вторичном. Идите сами, ищите себе квартиру, доплачивайте. В общем, решайте сами свою проблему. Муниципальная власть предложила жилье в маневренном фонде. Семья отказалась, условия показались им непригодными для проживания с детьми. После съемок в медцентре и звонков редакции главе Серебряного Бора выяснилось, квартира за семьей Евгении Князевой уже закреплена в новостройке. Закреплена за ними квартира, им осталось только получить документы и ключи на квартиру, для чего-либо ей надо прийти самой, значит, потому что является она вот именно правообладателем получения нового жилья, значит, либо выдать соответствующим образом доверенность на супруга, с которым не стоит в гражданском браке. Необходимо лишь подойти за документами и ключами, но главный собственник, мама, в положении после всех стрессов оказалась госпитализированной. Теперь она пробует в республиканском медцентре в Якутске до родов. Дети находятся в Нерюнгре. У меня мама проживает в Устьянском районе, она прилетела туда. Я как бы индивидуальный предприниматель, у меня есть свой магазин. Они на данный момент проживают там, в магазине. Женщине необходимо поскорее оформить документы, чтобы отец семейства смог получить ключи. До родов у гражданского супруга есть еще время. Как оказалось, сразу заселиться не получится. Семью настораживает качество новостройки. Впрочем, в администрации заверяют, с ремонтом помогут. И тогда после выписки мама с малышом приедут в новое комфортное жилье. Сусанна Рожина, Тамара Игнатьева, Григорий Хлопков, Якутск, Нерюнгри. Свои проблемы пытаются решить жители нового пригородного микрорайона Тускул в Якутске. У них сложности с подведением инфраструктуры, дорог, газификации, водопровода. Сусанна Рожина разбиралась в теме. Жители ЖСПК Тускул каждый день вынуждены преодолевать более 5 километров из-за отсутствия дорог и ближайших остановок. Дороги нас всю зиму заметают. Нам трудно идти с детьми на улицу в мороз 50 градусов, до школы, до детских садов. У нас машина маленькая, мы застреваем. И приходится пешком до поста ГАИ 500 километров идти пешком. Многодетная семья Ивановых живет в ЖСПК Тускул с 2016 года. За это время к участкам еще не проведен газ, нет дорог и остановок. Алена сидит по уходу за 4-м ребенком. Муж целый день на работе. И ей самой приходится следить за домом, топить печку углем и дровами. Бросила грудное кормление ребенка, потому что приходится постоянно печку топить, и чтобы люди дома постоянно были. И вот хотелось бы, чтобы у нас был газ. Несмотря на то, что дом топят несколько раз в день, внутри все равно холодно. Температура редко поднимается выше 20 градусов. К тому же уголь не всегда бывает нужного качества. А самое главное, бьет по карману многодетной семьи. Уголь мы покупаем, в объявлениях смотрим, покупаем, участных. Это 8 тысяч, маленькая машина получается, да, и дрова тоже маленькая, 7 тысяч получается. Это для многодетной семьи очень трудно. В новом жилом секторе круглогодично проживает более 50 семей, а в летнее время намного больше. Участки застраиваются и жителей становится больше. В прошлые годы люди сами своими силами содержали дорогу, чистили, так как в городском бюджете на это денег не предусмотрено. Ближайшая остановка — это пост ГАИ, это значит отсюда от ближайшей семьи это получается 5 километров. И также обратном пути ближайшая остановка — это 3 Лимона. По желанию, конечно, остановка вдоль трассы и ближе к нашему району. На прошлой неделе представители ЖСПК обратились со своей проблемой по обустройству остановки в мэрию и управление республиканских дорог. Принято решение включить в федеральную программу по безопасным и качественным дорогам оборудование на этом участке 4 остановок и освещения. Работа эта должна у нас производиться 2021 и 2022 год. Но именно по вопросу Тускула
Это у нас первый этап. В 2021 году пройдут работу с поста ГАИ до села Владимировка. Ждать создания инфраструктуры жителям нового пригородного микрорайона придется еще 2 года. Что касается газа, то, несмотря на то, что работы ведутся, никаких обещаний по срокам жителям пока не дают. Сусанна Рожина, Григорий Охлопков, Семен Семенов, Якутск. Сейчас короткая пауза, 1,5 минуты. Оставайтесь с нами, смотрите далее в программе «Итоги дня». Поиск желающих покорить небо. Представители парашютного клуба в Мирном проводят презентации для школьников Алмазного края. Первые зимние наши в Южно-Сахалинске. Подготовка к играм «Дети Азии» вышла на финишную прямую. Якутия-24 в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». Сегодняшнего дня и по 13 февраля включительно в Нерюнгринском районе объявлен карантин во всех образовательных учреждениях, в том числе дополнительного образования. Кроме того, приостановили работу кружков, секций, дополнительных занятий и участие в других школьных и внешкольных мероприятиях. Решение приняла санитарно-противоэпидемиологическая комиссия Нерюнгринского района в связи с напряженной ситуацией по заболеваемости ОРВИ и гриппом. С 28 января по 4 февраля, по данным, отмечено превышение эпидпорога на 120% в целом среди населения района. Были вынесены рекомендации, что можно перейти на дистанционное образование. Но у нас не все школы района смогут организовать дистанционное образование. Те школы, которые обладают данными технологиями, естественно, они перейдут на дистанционное обучение. МЧС проверяет гостиницы и спортивные объекты Якутска. Рейды проводят совместно с полицией и Росгвардией. Причина активизации надзорных органов – предстоящий в Якутске Кубок мира по вольной борьбе. Крупный турнир, напомню, состоится в марте этого года. Сюжет Александра Зубехина. Задача проверить дымовые, пожарные и речевые извещатели, эвакуационные выходы, наличие противопожарных дверей и многое другое. Ряд нарушений режимного характера находят в гостинице «Марракеш». Вот эти противопожарные двери оборудовать устройствами для самозакрывания. Обязательно. Обследовали впервые. Управляющему вручены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Дан срок для работы над ошибками. И если замечания не будут устранены, сотрудники МЧС вправе привлечь нарушителей к административной ответственности. Если должностное лицо, то сумма штрафа по части 1 статьи 20.4 идет от 6 тысяч. Если это юридическое лицо, то от 150 до 200 тысяч. Если индивидуальный предприниматель, то от 30 до 40 тысяч. Мотошилик пронумерован, имеет нормальную массу заранее. Осматривают и гостиницу «Соната». Здесь инспекторы были с обследованием еще в январе. Большинство нарушений уже устранено. Были установлены замки, нарушение устранено. Здание оснащено современным оборудованием, которое обеспечивает пожарную и охранную безопасность объекта. Имеется огромное количество датчиков, видеокамер, которые фиксируют и наблюдают за происшествием. Вот вы можете увидеть все это на мониторе в данный момент. И в случае, если происходят какие-то конфликтные ситуации, возгорание пожара, мы сразу отслеживаем, передаем сигнал либо в пожарную инспекцию, либо в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер. Однако не все так гладко. Основное нарушение так и не устранили. На этом объекте помещения ресторана и гостиницы не отделены противопожарной дверью. Это является нарушением. В случае возникновения пожара высокая температура может деформировать такую дверь. И огонь и дым проникнуть в другие помещения здания. Это является периодически встречающееся нарушение на подобных объектах. Дверь заказана размерами 90 на 210, счет оплачен. В ближайшее время будут проведены работы. До 15 февраля, в срок указанный в предписании, все будет устранено в полном объеме. В течение 3 дней обследованию подверглись 7 объектов. Это гостиницы, отели и спорткомплексы. И это еще не предел, ведь на носу Кубок мира по вольной борьбе. Мероприятие такого масштаба требует повышенного уровня безопасности. Александр Зубехин, Семен Семенов, Якутск.
Представители парашютного клуба в Мирном проводят презентации для школьников алмазной столицы. Ребята рассказывают об истории этого вида спорта, дают примерить летнюю экипировку и записывают на тренировки. Сюжет Марии Урцевой. Ученики примеряют экипировку. Ее вес более 10 килограмм. Это парашюты, основной, запасной, а также шлем. Это у нас парашют 12 килограмм, этот 5,3. Подобные презентации члены парашютного клуба «Феникс» провели почти во всех школах Мирного. Их главная цель – привлечь в свои ряды новых участников. Но и без этого, по словам руководителя клуба, желающих покорить небо с каждым годом больше. Если в 2014-м их было всего 17, то уже к прошлому году количество курсантов возросло до 89 человек. Только вот с экипировкой возникли проблемы. Комплектов на всех не хватает. Ну, у нас инвентарь пока тот же самый. То, что нам передал КСК, благодаря тому, что нам деньги выделили район, мы приобрели 10 новых парашютов «Юниор». Ну и те, которые парашюты есть у нас и запасные, и спортивные крылья, там, переходные модели, они пока еще у нас в ресурсе. Парашютный клуб «Феникс» начал работу 3 года назад после закрытия парашютной секции при культурно-спортивном комплексе. Чтобы заниматься любимым делом, опытные парашютисты организовали общественную организацию «Феникс». И с момента создания клуб начал испытывать финансовые проблемы. Занятие это не дешевое. Например, один вылет самолета стоит около 180 тысяч рублей. Большое спасибо Владимиру Викторовичу Березовому. Нам предоставляет помещение в МРТК. По средам мы занимаемся в тренажерном зале, а по воскресеньям в спортзале. Презентация клуба «Феникс» в 26-й школе прошла на ура. Многие из ребят загорелись желанием пройти обучение и впервые в жизни прыгнуть с парашютом. Появилось такое прямо желание записаться. Я уже фотографии маме отправила, как на нас парашюты надевали. Но она категорически сказала сразу нет. Но я думаю, что мы все-таки сойдемся на том мнении, что я очень сильно хочу, и я пойду. Я бы, конечно, хотел ходить, особенно раз это бесплатно и по выходным дням. По словам руководства клуба, парашютисты получили субсидию от районных властей. Но этой суммы хватит только на разовую аренду самолета. А дальше снова придется ждать спонсорской поддержки, чтобы мечты о небе этих ребят осуществились. Мария Урцева, Илья Засухин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». В Южно-Сахалинске подготовка к зимним спортивным играм «Дети Азии» вышла на завершающую стадию. Помимо главного спортивного события, в городе регулярно проходят и другие соревновательные мероприятия. Репортаж Василия Радченко. На трамплинном комплексе К-70 в Южно-Сахалинске вовсю ведутся тренировки. Сейчас вы видите, как готовятся спортсмены сборной островного региона в дисциплине прыжки на лыжах с трамплина. Как следует из названия трассы, высота ее составляет 70 метров. И соревнования в рамках игр «Дети Азии» будут проходить именно здесь. Правда, условия осложняет непрекращающийся снег, но сотрудники комплекса оперативно проводят чистку. А за подготовкой спортсменов внимательно следит тренер сборной Сахалинской области. Все рассчитываем на медали, все рассчитывают. Любой спортсмен, любой тренер рассчитывает на медали. Ради этого и тренируемся. Идет развитие, идет движение, идет. Я думаю, что после этих соревнований еще и дети придут записываться. Тренировка проходит не только на трассе. Наставники оттачивают приемы и вне трамплина. Команда в своих силах уверена, ребята рассчитывают на победу. Расскажи, как сегодняшняя тренировка прошла? В общем, хорошо. Но есть прыжки, которые не получились. В общем, хорошо сказали. Тренер как оценивает способности? Тренер сказал, на хорошем прыжке закончить, сказал. Так сказал, готов. Но до самих соревнований еще пара дней, и островная столица не прекращает удивлять своим трепетным отношением к спорту. Мероприятия проходят буквально один за другим. Сейчас мы находимся на горе Парковая в Южно-Сахалинске, где проходят 4-й и 5-й этапы Кубка России по сноуборду. Здесь можно встретить не только самих спортсменов, но и группу поддержки, которая своими танцами ободряет спортсменов.
Соревнования проходят в дисциплинах Big Air и Slopestyle. Это, пожалуй, самые зрелищные виды. Их можно охарактеризовать как акробатические дисциплины. В Big Air спортсмен разгоняется и прыгает с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки. Выступления сноубордистов оценивают по сложности этих трюков, динамике, чистоте и красоте исполнения. Slopestyle, в свою очередь, состоит из выполнения серии акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах, контруклонах, перилах, которые расположились последовательно на всем протяжении трассы. И все это захватывающее шоу сопровождается ритмичной музыкой, которая звучит на всем склоне. В общем, на протяжении 2 недель нас ждут горячие баталии и чистейший воздух Сахалина, который пропитан сумасшедшей энергетикой и адреналином. Василий Радченко, Сергей Козюра, Владимир Павлов, Семен Амосов. Дети Азии. Сахалин. Таковы итоги дня. Оставайтесь на канале Якутия 24. Будьте всегда в курсе.